Все цифры и показатели, которые сегодня будут озвучены, полностью соответствуют действительности. Об этом заявил, открывая заседание коллегии, министр внутренних дел Аслан Кубахия. С основным докладом выступил начальник штаба МВД Родион Базба. За 6 месяцев текущего года в целом по республике отмечается повышение количества совершенных преступлений – 382 против 298 за аналогичный период прошлого года. В основном рост преступлений произошел в Сухуми и в Гагарском регионе. Снижение же количества совершенных преступлений отмечается в Гудаутском и Ткорчалском районах. Руководители отдельных подразделений министерства доложили о проделанной работе. Был проведен сравнительный анализ показателей за прошлые периоды, отмечены положительные стороны, а также выявлены недостатки. Начальник управления ГАИ Наур Смыр отметил, что ситуация на дорогах республики остается тревожной. Все еще высок уровень дорожно-транспортной аварийности. За отчетный период было совершено 70 дорожно-транспортных происшествий. На дорогах и трассах республики погибли 29 человек и получили ранения 110. Необходимо продолжить внедрение систем фото-видеофиксации с целью выявления и профилактики нарушений ПДД, считает Наур Смыр. Выявлено с помощью фото-видеофиксации видео на 13 241. Это значит на сумму 999 тысяч рублей. Этот объем начал наращиваться только вот в течение, фактически в полную силу входит вот с этого месяца. И уже показатели огромные и большие. За 6 месяцев текущего года сотрудниками УБЭП МВД возбуждено 2 уголовных дела экономической направленности. Выявлено 224 факта административных правонарушений, изъято контрабандной продукции на сумму 122 510 рублей. По мнению министра внутренних дел Аслана Кубахия, работа УБЭП неудовлетворительна. Паспортным управлением МВД Республики Абхазия в первом полугодии выдано 18 922 общегражданских национальных паспорта. Что касается выдачи видов на жительство негражданам Абхазии, то на сегодняшний день рассматриваются документы на 689 человек. Выдано 35 видов на жительство. И в этом направлении работа проводится недостаточно эффективно, считает Аслан Кубахия. Национальный проект заключается в том, гражданам Абхазии выдать абхазские паспорта, не гражданам Абхазии документировать. Мы 20 с лишним лет не знаем, сколько же в этом районе живут люди, не граждане Абхазии. Первый заместитель министра внутренних дел Рауль Зухба отметил, что благодаря организованности и наращиванию темпов работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изобличены 7 преступных групп, 3 из которых состоят из граждан Российской Федерации, 2 группы местных жителей и 2 смешанные. В республике было изъято около 300 граммов метадона против 51 грамма за аналогичный период прошлого года. И эти показатели в разы превышают годовые объемы прошлых лет и в денежном эквиваленте составляют порядка 12 миллионов рублей. Большое количество оружия, находящегося на руках у населения, способствует совершению преступлений с его применением, отмечалось на коллегии. За отчетный период изъят 41 ствол огнестрельного оружия, но этого недостаточно, считает Рауль Зухба. Замминистра внутренних дел также отметил, что одной из главных причин низкой раскрываемости преступлений является слабое техническое оснащение МВД. Вице-премьер, министр внутренних дел Аслан Кубахия, подводя итоги коллегии, отметил, что главный вопрос в республике – борьба с наркоманией. И если мы решим проблему наркотиков, то всех остальных преступлений станет на порядок меньше, убежден министр. Аслан Кубахия также подчеркнул, что очень остро стоит вопрос оснащения кадрами СИЗО и криминальной милиции. На коллегии выступил президент Рауль Хаджимба. Глава государства выразил благодарность всему личному составу МВД, службе государственной безопасности, работникам прокуратуры, сотрудникам ГСО, всем, кто был задействован в процессе розыска преступников по недавнему громкому преступлению. Слаженность и согласованность дали результат. Но наша задача состоит как раз-таки в том, чтобы такого рода преступлений не имели бы места. Я часто повторяю, у вас, в других, как говорится, наших структурах, профилактика и предупреждение – это основная работа любой правоохранительной структуры. К сожалению, в этом направлении мы мало что делаем. Мы работаем уже по факту совершенного преступления в большинстве своем. Поэтому здесь нужно, наверное, все-таки сделать акценты и пересмотреть работу многих подразделений, которые должны быть задействованы в эту главную работу по профилактике и предупреждению всех этих преступлений. Эта работа начинается с участковых, которых, к сожалению, у нас на бумаге много, а вот в работе они мало задействованы. К сожалению, материально-техническая поддержка МВД не самая лучшая, но государство обеспечивает министерство по мере возможности, отметил президент. Сказав, что завтра у вас будет
зарплата в 30 тысяч, а потом ее не дать, это будет хуже, чем то, что мы по большому счету делаем уже сегодня. Что касается моего обещания по части, касающейся транспортных средств, буквально в ближайшее время, я думаю, что мы решим эту задачу, уже выделены средства, и работа по приобретению этих транспортных средств, порядка до 20 единиц, будут представлены. Я не знаю потом, куда вы их распределите, но это задача, которую мы решаем. Что касается остальных направлений деятельности в части обеспечения техническими и материальными возможностями, вот тема ИКЦ – это одна из возможностей решать эту задачу. Но у нас находятся люди, которые стараются совершенно по-другому вывернуть эту ситуацию. Это неправильный подход. Никто, еще раз хочу, чтобы все знали, не позволит, чтобы была какая-либо надструктура, которая занималась бы параллельной работой с МВД Абхазии. Мы прекрасно знаем, на что мы идем, и я, как глава государства, первый несу ответственность за все то, что произойдет. И не нужно никому разыгрывать различного рода сценарии. Эта структура нужна, в первую очередь, как было здесь сказано, самой Абхазии. И она будет нацелена как раз-таки на то, чтобы помогать МВД Абхазии. И мы говорили о паритетности сотрудников в количественном отношении, которые будут работать в этом подразделении. Вопрос руководства четко обозначен, кто будет руководить этой структурой. Мы что, совсем не понимаем тех задач, которые стоят перед нами? Или это просто игра очередная на политическом поприще? Что касается общей ситуации, которая складывается на сегодняшний день, она не совсем так трагична, как ее некоторые пытаются представить. Мы контролируем ситуацию, и, слава Богу, есть люди, которые готовы работать, и готовы работать, не оглядываясь на так называемые объемы заработных плат. Работают и будут работать, я в этом не сомневаюсь, и ситуация в материально-техническом отношении тоже будет улучшаться. Никто вас не оставит без внимания, и результаты будут очевидны. Спасибо еще раз вам за ту работу, которую вы делаете. В завершении коллегии МВД министр Аслан Кубахия зачитал резолюцию, согласно которой всем руководителям подведомственных служб были поставлены конкретные задачи. Ирина Аршба, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение.